Добры дзень, паважаныя мае гледачы, з вами вячэрня Астра, і гэта працягванне праходжання гульні The Stanley Parable на варвар-беларускай мове. І ў гэтым відэа я пакажу вам, як магчыма атрымаць фінал, дзе Стэнлі знішчыць сам сябе. Нет, гэта не шизофрэнічны фінал, гэта фінал, дзе мы, па дыхтам, як быццам бы атрымаем шчасце. Але на самой справе ніякага шчасця там нет. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Ідзем вось так. Заўсёды пытанне ўзнікае ў мяне. Куды жа ж зніклі ўсе гэтыя вось людзі? І ніколі нет адказа, звычайна. Нет, адказы ёсць. Я б нават сказаў, ёсць шмат адказаў на гэтае пытанне. Але точнага адказа я знайсці, на жаль, не могу. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Прабач, дыхтар, неа. Мы идем у правой. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Магчыма. Комната отдыха была прекрасна. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным, великолепно спроектированным помещением. Стэнли просто стоял и восхищался. Да, тут было на что посмотреть в этой комнате. Она определенно привлекала внимание. И несмотря на то, что все твои коллеги вдруг разом исчезли самым загадочным образом, давай, Стэнли, давай, еще побудем тут, полюбуемся картинами, этими креслами, это куда важнее. Одержимость Стэнли этой комнатой немного отдавала безумством и начинала довольно сильно пугать окружающих. Кстати, может быть, поэтому они все исчезли? Стэнли стоял и ждал новых сообщений от игры, но шло время, и сообщения не появлялись. Стэнли решил, что это знак. Мабыць, да. Заўсёды вельмі вясёлуецца гэты момант з гэтым пакоем для адпачынка. Тут, калі перазапампоўваць гульню і ісці вось сюды, то кожны раз будзе новыя рэплікі ад дыхтара. Але мы идем далее. Наконец, Стэнли сполна насладился этой комнатой и зашел в первую же дверь по левой стороне коридора. Нет. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Да, я и сам не ведаю. Заходим на гэты лифт. Стэнли, послушай меня, мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе. Совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться, но ведь ты согласишься с тем, что история все время была именно про тебя? Ты кем-то все время пренебрегаешь. Ты забыл о ком-то, Стэнли. Ты Что? Я же не закончил. У тебя что, совсем терпения нет? Почему ты думаешь, что я желаю тебе плохого? Что мне сделать, чтобы убедить тебя, что я хочу помочь? Что хочу показать тебе что-то хорошее? Стэнли, поверь мне. Дай мне доказать, что я на твоей стороне. Дай мне шанс. Ну, давай паспрабуем. Даволі странныя нумары для дзвяроў 2B1. Там заўсёды былі лічбы, а тут ужо і літары ёсць 2B1. Слушай внимательно. Это важно.
Стэнли зашел в красную дверь. Синія дзверы, чырвоныя дзверы. Ну, у гэты раз я буду цябе давяраць, дыхтар. Таму ідзем у чырвоныя дзверы. Слава боженьки, ты послушал меня. Теперь-то ты понял, что я всего лишь хочу, чтобы ты был счастлив. Только вот все это не получается из-за этих дилемм. Мы все бежим с тобой, бежим, пытаемся попасть куда-то, где нас нет. Вот как сейчас, например. Это убивает нас, Стэнли. Я просто хочу прекратить эту беготню. Мне будет... мы оба будем намного счастливее, если только остановимся. И я, кажется, я понял, что нам надо. Смотри. Дзверы одни и те же. Так, ну... Думаю, что нам треба зайти сюда. Что же нам надо? Чего же мы ищем? Якія философские пытания. Ну вот, мы здесь. Как тут прекрасно, не правда ли? Если бы мы только остались здесь, прямо вот сейчас, в эту самую минуту, здесь, Стэнли, кажется, я был бы счастлив. Я правда был бы счастлив, Стэн. Сапраўды тут прыгожа. Так спокойно. Так спокойно, такая гармония, такая прыгажосць. Але тут ёсць уваход кудысьці і дыхтар. Што мяне далей рабіць? Стаять, глядзець. Думаю, что гармония гэта добра, але праз некаторы час я просто, калі буду тут стаять на тым месцы, памру ад недахопа вады, ежы. І нягледзячы на усю утульнасць гэтага месца, мы павінны ісці далей. Нет, стой, ну стой, что это ты делаешь? Иду сюда. О нет, не вздумай забираться на лестницу. Если ты умрешь, то игра начнется заново. И мы же потеряем все это. Великий дзякуй за спойлер. Не веду, может быть не помирать. Может быть застаться живых. Хорошо. Просто отлично. Здесь мы в безопасности. Обещай мне, что не пойдешь назад. Просто стой тут. Ух ты, трошки змяніўся узор, по-моему. Раней ён таким не был. Вельмі прыгожа, дыхтар, але нет. Нет. Мы же договорились. Ты ведь рискуешь всем, чего мы достигли. Ты ведь слышал меня, ты же умрешь. Как насчет этого? Неужели это так сложно понять? Нет, доктор, правда. Пожалуйста, Стэнли, дай побыть здесь. Не забирай меня отсюда. Мы с тобой ни об чем не домовились, так сказать. Пожалуйста, Стэнли. Ну, посмотри на себя. Ну, что ты делаешь? Может быть... Нет, пробачь. Нет! Ух, слава тебе, боженька. Ты выжил. Я так волновался. Ну, теперь мы снова пойдем туда? Ну, давай попробуем.
Гэта вельмі странна, што з вышыні 1, 2, 3, 4, 5 пяціпаверхнага пяціпаверхнай лесвіцы я выжыў, калі спрыгнуў. Гэта вельмі странна. Ты не веришь. Вот, ты видишь? Это то, что тебе нужно. Это то самое место, где мы оба будем счастливы. Правда. Все, что нам нужно, это остановиться. Шчасце. Шчасце гэта добра, але адсутнасць ежы і вады гэта ўсё ж такі не вельмі добра. Таму, дыхтар, прабач. Гармонія гэта гармонія. А Стэнлі гэта Стэнлі. Стэнли, вернись. Нет. Это не предвещает нам ничего хорошего. Нет. Зусім нет. Нет. Ну нет же. Ты что, совсем мне не веришь? Да. Ну, Зусім. что мне сказать, чтобы убедить тебя? Не ведаю. Скажи, куды зніклі ўсе працаўнікі і чаму я прайшоў сюды і што гэта такое. І яшчэ нашмат пытанняў, чаму я, калі адсюль спрыгнуў, выжыў. Шмат пытанняў і ніякіх адказаў. Таму прабач. Стэнли, ну давай туда вернемся. Ну ради меня. Я изноў выжыў. Нонсенс. Да, у тебя получится. Ты сможешь понять то, о чем я тебе твержу. Я верю в тебя. Ты ведь и сам понимаешь, что мы не можем уйти отсюда. Ты меня ведь понимаешь? Ты ведь меня понимаешь ведь? Не, ну разумею, это тебе разумею. Але я ж не могу заўсёды знаходзіцца на адным і тым жа месцы. Бо шчасце гэта не толькі супакойнасць і гармонія. Шчасце гэта заўсёды рух, заўсёды эвалюцыя, прагрэс. Не ведаю такіх людзей, якім бы было добра жыць заўсёды у рэгрэсе. Заўсёды проста стаячы на адным месцы. Таму нет дыхтар, прабач. Але я павінны сам знішчыцца. О нет, кажется, он не понял. Не, зусім нет. Зусім нет. А можа быць... Нет, я не зрозумеў. Я абсолютно не зрозумеў. Як і Стэнлі. Боже мой! Неужели ты настолько ненавидишь мою игру, что снова и снова бросаешься с лестницы? Господи, откуда в тебе столько неприятия? Ты в самом деле хочешь убить себя, чтобы тем самым сделать меня несчастным? Я правильно понимаю? Нет. Мяне просто цікава, што будзе далей. Прабач, дыхтар, прабач. А может и... пропади все это пропадом. Я уже не знаю ничего не знаю. Я просто хотел оставаться с тобой вдвоем. Но, наверное, я хотел слишком многого. Похоже, ты все же настроен сделать. Что? Так ты все-таки хочешь жить? Или просто дразнишь меня? Я всего лишь хотел немного счастья, Стэн. Немного счастья, больше ничего. И я и сейчас думаю, что это еще возможно.
Доўга я думаў, вельмі доўга. Нет, дыхтар, усё ж такі шчасце гэта рух. Гэта рух. Супакойнасць супакойнасцю, а адсутнасць ежы і вады гэта адсутнасць ежы і вады. Да пабачэння. Прабач. Все? Конец? Сейчас рестартанет? Вялікі дзякуй вам за прагляд гэтай часткі. Вялікі дзякуй за прагляд. Усяго вам самага найлепшага. Да пабачэння. Да сустрэчы ў новых частках іншых праходжанняў, а можа быць нават і праходжання гэтай гульні. З вами была вечерняя Астра. Да пабачэння. Да пабачэння.